Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 6 сентября. Мы смотрим с вами все знаки зодиака, начиная с Овнов. Смотрю я на пасьянсе. Так, смотрим Овны. 6 сентября, вторник. События дня покажите мне для Овнов. Так, смотрим Овны. События в месяце. Это какое-то событие, которое постоянно с вами, повторяется постоянно каждый месяц. Выбор, колебания. Нерешенный вопрос может быть еще в этот день. Якорь. Тут два варианта. Либо вы что-то закончите, доделаете, либо второй вариант. Якорь еще показывает остановку, да, когда мы где-то фиксируемся надолго. Может быть, якорь, знаете, как еще? Якорь может тянуть, да, то есть тянуть назад, не давать что-то сделать, то есть не давать решить вопрос. Еще так тоже может проиграться. Успех при этом есть. Лавровый венок. Лавровый венок говорит, что можете, в принципе. Да, вот смотрите, может быть успех в казенном доме. Это в каком-то госучреждении. То есть, если вопрос касается госучреждения, тогда, в принципе, успех может быть в этот день. Так, а теперь смотрим с вами горизонтали, вертикали. Сейчас я еще... Цыпленка нельзя. Есть исполнение желания. Прекрасно, да? Последнее событие, исполнится ваше желание. Значит, смотрите, что получается. Будет какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Будут сомнения, колебания, нерешенный вопрос, остановка, фиксация. Да, то есть, возможно, что-то будет держать. Но также будет успех в каком-то госучреждении в этот день, во вторник. И исполнение желания в конце дня. Так что, видите, есть и в основном все события хорошие. Да, минус это только вот нерешенный вопрос. Благодарю вас за внимание и перехожу к тельцам. Так, тельцы. Смотрим теперь, что у вас. Сентября. События дня. Тельцы. Вторник. Сразу же первое выпадает дорога. У вас с утра может быть поездка во вторник. Исполнение желания. Может быть, дорога, о которой вы мечтали. Так, змею нельзя. Подарок. Смотрите, еще могла быть встреча, да, то есть можно было еще вот так сделать. Но я первый подарок увидела. Если вы увидели свиток, тогда у вас встреча проиграется. Если вы, как и я, увидели подарочек, тогда подарочек.
Тайное свидание или тайная встреча. Слезы. Рядом ложатся с тайной встречей слезы. Сундук — это прибыль. Финансовые какие-то поступления могут быть. Получение денег. Ну или чего-то, да, ценного для вас. Прибыль — это не обязательно деньги, просто что-то ценное придет. Ключик. Смотрите, ключик рядом с дорогой показывает. То есть ключ показывает, для вас дорога открыта, да, то есть хорошо пройдет. Также ключик еще может показывать ключевую дорогу, очень важную. То есть какая-то очень важная дорога. Или третий вариант просто показывает возможности. В этой дороге появятся какие-то возможности. Или в то место, куда вы приедете, как вариант. Так, удачу нельзя. И здесь нет. Смотрите, значит, получается у вас ключ — это все в ваших руках, поездка, исполнение желания, прибыль, подарок. Да, вот все просто прекрасно. И вечером какая-то тайная встреча, тайное свидание и слезы. Но слезы могут быть и слезы радости. Так что я уж не знаю, с кем вы там втайне будете встречаться и плакать. Ну, может быть, втайне от вас будут, и вы узнаете, да, и поэтому слезы. Так тоже может быть. Так что, тельцы, все вам показала. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Близнецы. Ваш значок и смотрим. Сентября, вторник, события для близнецов мне покажите. Общение с другом. Первое событие у вас выпало. Прям с утра может быть. Друг, подружка. Пол не важен. Так, два сердца нельзя. Еще выпадает семейная жизнь. Семья, дети. Общение. Ну, чаще, конечно, детей показывает, да, цыпленок. Общение с детками. Может быть, друг, да, будет встреча с другом, и это будут дети, друзья, если у вас своих детей нет. Это могут быть младшие братья и сестры, допустим, как вариант. Какие-то детки. Мешок с деньгами. Это событие говорит о том, что что-то может, ну, что-то будете делать с деньгами. Переводить, тратить, что-то покупать. Да, то есть какое-то вот взаимодействие с деньгами. Еще болезнь увидела. Плохое самочувствие или, возможно, тратите деньги на свое здоровье. Да, то есть на улучшение своего здоровья, своего внешнего вида, себя, да, то есть своей внешности. Ножницы, решение вопросов. Нерешенное, смотрите, могло быть какое-то нерешенное дело в этот день, но ножницы показывают, что вы его решите, да, то есть подсказывает вам, что если не будет получаться, то надо попробовать еще раз, потому что решить его возможно. Если выпали ножницы, это всегда подсказка. Не сдаваться и пытаться, да, вот еще и еще. И поездка еще показывает, может быть, в конце дня какая-то дорога. Ну, может быть, не в конце дня, иногда события могут и перемешиваться, да, то есть они не обязательно будут идти в том порядке, в каком выпали. Значит, что точно будет в этот день? Будет общение с другом, подружкой, будет
это, ну, скажем так, будете заниматься своим здоровьем по черепу. Будет общение с детками, что-то будете делать с деньгами. Нерешенный вопрос, который решится, также будет. И поездка. Вот такие события у вас выпадают на вторник, близнецы. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Так, смотрим теперь раков. 6 сентября. Вторник. События для раков. Верность показывает, то все хорошо будет в личной жизни. Ну, если она у вас есть. Если у вас ее нет, то это событие не для вас. Поездка. Дорога может быть во вторник. Может быть даже вдвоем. Видите, рядышком выпали. С любимым человеком поедете. Или если у вас нет любимого человека, вы можете в поездке встретить. События в месяце. Возможно, эта дорога показывает, у вас каждый месяц бывает. Да, вот, ну, в этих числах. Так, проверяем горизонталь, конфликт вижу. Причем конфликт, видите, серьезный. 2 меча. 2 разных мнения, никто никому не уступает. Хорошие новости, шарики. Очень радостные. Так, теперь проверяем вертикали. Смотрим. Здесь нет карточки, здесь нет, здесь нет. Интимная связь. Вечером еще выпадает. Так, и здесь нет. Ну, в общем, смотрите. В личной жизни все прекрасно. Да? Верность, интимная связь. Новости. Замечательные шарики. Дальше поездка в этот день. Дальше события, которые повторяются каждый месяц. Ну, это может быть, например, там, получение, да, зарплаты или, не знаю, оплата там чего-то. И единственный у вас минус выпал – это конфликт с кем-то. Вы можете поругаться. Причем очень серьезно по мечам в этот день. Так что, раки, если не хотите ругаться, постарайтесь избежать конфликта. Благодарю за внимание и перехожу к львам. Львы. Покажите мне, пожалуйста, что будет у львов 6 сентября во вторник. Какие события будут? Угу. Замочек первое увидела. Замок — это откроется какая-то информация, тайна. То, что было от вас скрыто, спрятано. Вы узнаете во вторник.
Хорошие новости, шарики. Ну вот, может быть, шарики подсказывают, что эта информация будет приятной для вас, радостной. Да, потому что иногда это бывает не очень приятная информация. Надежды появляются какие-то у вас. Позитивный настрой. Бабочка. Деловое общение. Общение с детками. Цыпленок. Семейная жизнь. Так, и тут я не увидела ни горизонтали, ни вертикали. Получается 5 событий. Первое — замок, да, открывается какая-то информация. Замок еще иногда показывает, что-то закрыто. Проблема, например, с замком, с кодом, да, с сигнализацией, с шифром. То есть вот тут вот еще может так себя проявить. Тем более с утра, да, то есть вы уходите, какая-то проблема с ключом, замком. Дальше хорошие новости, надежда, оптимизм. Деловое общение и общение с детками. Это могут быть не ваши дети, да, то есть могут быть дети друзей, родственников, младшие братья, сестры, крестники. Ну, как вот, какие-то дети будут в окружении вечером. Так что, левушки, вот такая у вас информация. Видите, в принципе, все события выпали хорошие. Ну, единственное, если замок непонятно как проиграется, как открытие информации или как какая-то проблема с замком. Благодарю за внимание и перехожу дальше к делам. Сентября. Дева, вторник. События дня покажите мне. Конфликт. Интимная связь. Кровать. Время. Показывает проблема со временем. Может еще, знаете, как быть. Кровать — это проспали, да, то есть долго спали. Проспали будильник, время, да, потом опоздали куда-то и конфликт из-за опоздания. Ну, это как вариант, да, то есть могут. Гости. Либо тут еще подсказка, что у вас на этот день гости, встреча с гостями на определенное время. Письмо, получение. Получение какого-то документа, справки, посылки, информации иногда тоже может быть. Например, смс-ка приходит, это тоже получение. Верность, гармоничные отношения в паре, если есть пара. Мешок с деньгами. Часто показывает траты. Да, то есть мы что-то делаем с деньгами, переводим, тратим куда-то, и гости рядом. Возможно, траты на гостей. Ожидание, смотрите. Ожидание, гости, деньги. Ожидание денег от гостей, может быть. Или ждете, да, ждете деньги и ждете гостей. Так, хорошо. Смотрим теперь горизонтали, вертикали.
Нет, теперь смотрим, что у вас получается в этот день. У вас в этот день выпадает интимная связь, да, и верность, то есть все хорошо в личной жизни. Выпадает время, вы будете в этот день смотреть на часы, да, то есть, ну, я так понимаю, что гости на определенное время, да, и встреча, поэтому вот и ожидание, видите, показывает, что вот как будто вы долго ждете. Время ожидания. Что-то будете делать с деньгами. Единственный минус — это получается конфликт у вас, мечи. А так все остальные события, да, хорошие получения. В личной жизни все хорошо. Гости, деньги. То есть тут только время и конфликт. Ну, в принципе, можно и одного, и второго избежать. Да? То есть если все делать заранее вовремя, а вы, в принципе, да, так и делаете, то я думаю, что у вас здесь проблем не должно быть. Часы еще указывают иногда не на спешку, а на то, что как бы время пришло, да, то есть вот какой-то важный момент. День рождения, 6 сентября, девы. День рождения может быть, гости, время, да, важный момент. Так что у кого выпадает, я вас поздравляю. Показывает, видите, у вас прям для вас выпал расклад. Конверт получения, может быть даже получение конверт, получаю в конверте деньги, то есть даже может так проигрываться. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и желаю вам избежать в этот день конфликта, чтобы себе не портить настроение. Так, благодарю за внимание, перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании, прокручивайте вниз и там найдете ссылочку. Или можете оставить запрос в комментариях, напишите. Мне нужна вторая часть, я вам пришлю. Жду вас во второй части.